12:00 на часах студийных, в эфире «Зеленая волна». С вами я, Жанни Хани, Алекс Сокольский сегодня главный за пультом. Сегодня. И всегда. Добрый день всем, кто с нами, кто нас слушает. Сегодня будет что-то интересное. Будет что-то интересное. Действительно, в гостях у нас сегодня Ермек Толиолы Абильдин. Это председатель областного филиала Демократической партии Казахстана «Акжол» в Карагандинской области. Я рада вас приветствовать у нас в студии. Как ваши дела? Спасибо. Всем день добрый. Отлично. Настроение все Сегодня, хорошо. мне кажется, настроение отличное у всех, потому что пятница еще. Конец рабочей недели. Расскажите все-таки про партию «Акжол». Чем сейчас занимается, какие приоритеты стоят, какие направления? Ну, партия «Акжол» это как политическая партия, то есть у любой политической партии есть своя предвыборная программа. В рамках предвыборной программы мы занимаемся непосредственно реализацией тех или иных моментов, которые указаны в этом предвыборной программе. Одна из основных направлений – это идея «Алаш», в первую очередь. Всем известно то, что 31 мая у нас в Казахстане отмечается день политических репрессий, кто пострадал в это время, пострадали от голодомора и так далее, то есть в этом отношении. И кроме этого, также одним из основных направлений партии является это поддержка малого и среднего бизнеса, это борьба с коррупцией, это вопросы касательно, социальные вопросы в том числе и так далее. Вот расскажите, а вот вообще, что сейчас партия «Акжол» делает для малого и среднего бизнеса? Вот вы сейчас озвучили, какие моменты, то есть, возможно, в законодательном каком-то процессе участвуют, какие-то вносятся предложения, поправки? Ну, если взять в региональном аспекте, то есть это Карагандинский регион, Карагандинская область, то необходимо отметить то, что благодаря активности нашего филиала первыми по республике мы как отстояли право предпринимателей на заниматься видом деятельности как розничный налог. В новом кодексе появился новый режим, подрежим, то есть, соответственно, предприниматели в настоящее время занимаются в этом подрежиме, и кроме этого мы, благодаря активным нашим действиям, также депутатам партии «Акжол» снизили ставку от 4 до 2%. То есть, соответственно, здесь многие предприниматели вышли из тени. Кроме этого, предприниматели из других регионов начали переходить непосредственно в Карагандинскую область и осуществлять предпринимательскую деятельность здесь. Что это дало? Это дало непосредственно дополнительное поступление в бюджет, это дало то, что заработный фонд оплаты труда для работников начали выдаваться. То есть увеличивается фонд оплаты труда, да? Да. Почему? Потому что согласно подрежима, этого налогового подрежима, фонд оплаты труда можно относительно вычеты. То есть это создало такое условие, то, что предприниматели начали уже в первую очередь выходить из тени и активно работать в этой сфере. Ну, на самом деле, действительно, очень много таких моментов, да, которые решаются. А вот вы часто проводите встречи с жителями, да, какие чаще всего вопросы задают? То есть какие наболевшие, так скажем, какая боль у людей? Ну, начиная от социальных вопросов, вопросы касательно благоустройства дворов, дороги, вопросы касательно общественного транспорта, вопросы касательно тарифов, то есть тарифы на электроэнергию, на водопотребление, водоотведение, на коммунальные услуги. Кроме этого, вопросы касательно строительства, точечной застройки, когда уже жители того или иного района не согласны с застройкой, которая проводится застройщик, либо прокладывается автомобильная дорога. В этом отношении мы тоже эти вопросы поднимаем на маслихате, обсуждаем, то есть с уполномоченными государственными органами, где-то находим консенсус в этом отношении. И где-то, конечно, есть права и застройщиков, которые непосредственно занимаются строительством, так как у них все правоустанавливающие документы на это есть. В этом отношении, то есть где-то решается нужно вопросы. И разъяснением заниматься. Да, и разъяснением заниматься, конечно.
Здесь, то есть, много вопросов, и в том числе касательно вот обращения было, вот недавно мы обсуждали, как бы на уровне, даже республиканском уровне выходили с участием омбудсмена, который занимается защитой прав инвалидов, то есть к нам обратились сами вот люди, которые имеют инвалидность, и дети, и родители в этом отношении, то есть и на площадке Маслихата Карганинской области, то есть наша партия как раз этот вопрос поднимала, и многие проблемы, которые были озвучены, нашли положительное свое решение. Буквально через несколько минут мы продолжим. Не переключайтесь. Если у вас есть свои вопросы, можно написать их на WhatsApp 8700 111 89 46. Сегодня мы говорим о деятельности областного филиала Демократической партии Казахстана Акжол, Карагандинской области именно, да. И, кстати, можно написать вопросы на WhatsApp 8700. Вот, все, я уже заговариваться начинаю. 8700 980. 8700 111 89 46. Все, я уже хотела свой сказать номер, такая, да? Не скажу. А вот Иван Стрижаков передает привет новому телевидению и благодарит Ермека Толиоле за работу. Дальше будет больше. Спасибо. Ну вот, передали приветы, а, собственно говоря, говорим мы сегодня о деятельности. И вот мы уже обсудили, да, о том, какие чаще всего вопросы поднимают жители на встречах. И вот есть ли случаи, когда удалось реально помочь, вот благодаря депутатской деятельности или через партийную деятельность? Конечно, их очень много. К нам граждане обращаются по частным проблемам, так и по системным. Если сказать вот по частным, то в рамках, вот, например, к нам обратились в рамках вот даже уже заведенного уголовного дела в отношении там определенного круга лиц, это более 10 человек, в рамках там КТЖ, то есть железнодорожные пути, там отправка товара и так далее. То есть в отношении них уже суд готов был вынести приговор, и в рамках этого мы через депутатский запрос в адрес генерального прокурора, то есть попросили, направили депутатский запрос, и благодаря этому эти лица были освобождены от уголовной ответственности. Кроме этого, к нам обращались и со сферы сельского хозяйства, это непосредственно жители Каркаралинского района, где налоговые органы направляли в их адрес письма счастья, то есть это уведомление, согласно которого им выставлялся налог за продажу мяса, то есть убой скота делают и мясо продают через ветеринарную справку, то есть отчитывается то, что они забой сделали и так далее. И через определенный период времени, через год-два, там им приходит письмо счастья в виде уведомления налоговых органов о том, что они обязаны оплатить налог в размере там, от 150 и до 2-3 миллионов тенге там доходило в некоторых случаях. И в этом отношении мы направляли также депутатский запрос, и эта норма была снята, и сейчас в настоящее время эти крестьянские хозяйства, в том числе и подворовые хозяйства, жители простые, которые забой скота делали в целях того, чтобы купить уголь, там, купить продукты питания, либо там на ас, либо родственникам там забой делали скота, они не оплатят, не должны облагаться налогом, не облагались налогом в этом отношении. Кроме этого, помните, в прошлом году, в конце года, очень абсурдная ситуация была. То есть за прогрев автомашины более 5 минут, да? То есть требовали... было такое, когда требовали штраф хотели выставить. Это благодаря нашему филиалу мы направили проект депутатского запроса через наших парламентариев, и эта норма также была отменена. Ну а как проводится работа с молодежью, мы поговорим буквально через несколько минут, не переключайтесь. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня председатель областного филиала Демократической партии Казахстана Акжол в Карагандинской области Ермек Толиоле Абильдин. Говорим мы сегодня о деятельности партии. И вот хочется все-таки... Молодежь — это все, да? Это Конечно. Наше будущее, это наше построение нового Казахстана. И как у вас выстраивается работа с молодежью? Есть ли активные участники партии? У нас молодежь очень активная. То есть мы ежегодно проводим конкурс касательно Алаштың Акжолы, то есть Алаштың Акжол 21 ғасырдағы Алаштың Акжолы, то есть Акжол, это связано с движением Алаш, где молодежь в лице студентов, старшеклассников делают работу касательно движения Алаш, участников движения Алаш, пишут свои эссе, и там есть призывный фонд, очень такие важные вопросы, которые в свое время алашардинцы наши поднимали, которые до сих пор имеют очень существенное значение, то есть они это исследуют,
исследуют сами и вот защищаются перед соответствующим, как жюри. И по результату, кто занимает первые, вторые, третьи места, им предназначен официальный призовой фонд. Кроме этого, наши активисты очень, молодежь, работают в сфере бизнеса, являются предпринимателями, очень активно предлагают, например, разные идеи, не только в сфере бизнеса, со сферы бизнеса. Например, вот недавно, буквально в конце прошлого года, наша молодежь инициировала вопрос касательно проблемы в социально-культурной сфере. Это касательно состояния архивов Карагандинской области. Если, например, взять архив Каркарленска, он находится в ветхом здании, то есть здание в очень плачевном состоянии, даже одну печенку зажечь, там можно как пожар там неизбежен. То есть можно потерять ценные документы, которые там хранятся. Это наши же документы, исторические документы. Это потребность в исторических документах, это потребность каждого гражданина. Почему? Потому что завтра он в преклонном возрасте будет выходить на пенсию и так далее. То есть, кроме этого, документы исторические, как вы правильно заметили, там в этом архиве хранятся. И сейчас благодаря этому и мы впоследствии сделали депутатский запрос. В последующем была в Маслихате создана рабочая группа, депутатская рабочая группа, которую мы объезжали все наши районы, города и вот изучали состояние социально-культурных объектов вот непосредственно. И по результату мы вынесли свое постановление, согласно которого вот соответствующий ряд рекомендаций дали в адрес уполномоченных государственных органов и в том числе на имя Акима области. Ну вот действительно хорошо, когда и молодежь поддерживает и дает свои инициативы, да, но вот все равно в любом случае, в любой деятельности возникают какие-либо трудности. Вот с какими трудностями сталкивается партия «Акжол»? Надо сказать, это не только партия «Акжол», это в целом сейчас система такая. Проблема заключается в том, что это не проблема, конечно, это движение вперед касательно того, что сейчас выборная система у нас идет, да, касательно того, что выборность у нас сейчас Акимов сел идет, сейчас уже благодаря инициативе главы государства у нас идет и пошло вот выборность Акимов районов и городов. Но касательно сел, очень пассивно, то есть в этом отношении ведет себя сами граждане. То есть неохотно идут на быть кандидатами как акимом села и так далее. Конечно, есть моменты, которые необходимо и изменить в норме права. Это касательно бюджетного кодекса, это касательно полномочий акима села и так далее. То есть есть проблемы, да, заработная плата неплохая там, но есть ограничения касательно по законодательству. Вот эти ограничения необходимо пересмотреть. Этими вопросами как раз занимаются наши депутаты парламента. Скоро вот сейчас вносятся изменения в закон о местном государственном управлении и самоуправлении. То есть будут какие-то изменения, да? Вот давайте немного о инициативах и проектах. Мы поговорим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня председатель областного филиала партии «Акжол» Ермек Толиолы Абильдин. И говорили мы сегодня о деятельности партии, да, но еще и кроме партии у вас есть еще и общественная деятельность, да, общественная жизнь, вы еще и медиатор. Вот расскажите, пожалуйста, какие направления вот вам более близки, и вот медиация, насколько она сейчас развита в области, в частности, и в Казахстане в целом? Общественной деятельностью я занимаюсь более 20 лет. Первый раз в общественную деятельность пришел в Казахстанскую ассоциацию предпринимателей, и да, сейчас продолжаю работать, то есть являюсь президентом Казахстанской ассоциации предпринимателей. Мы защищаем, отстаиваем интересы бизнеса. Кроме этого, являюсь председателем палаты юридических консультантов, то есть юристы в соответствии с законом обязаны, практикующие юристы, состоять в палате. И у нас вот в едином центре услуг палаты юридических консультантов состоит более 250 юристов, то есть из разных там регионов Казахстана. Кроме этого, как вы правильно заметили, да, являюсь медиатором, профессиональным медиатором, являюсь председателем представительства Республиканского общественного объединения «Центр медиации». Это, то есть здесь в основном вопросы касательно, с которыми к нам обращаются по медиации, это связано спорные вопросы в сфере предпринимательства в основном. Ну и бывает, конечно, и бытовые вопросы, семейные вопросы и так далее. То есть по разным вопросам обращаются. Сферу медиации можно применять как в сфере гражданского законодательства, брачно-семейного отношения, так
так и в уголовном законодательстве. То есть, когда вопросы касаются там нанесения легких телесных повреждений, средней тяжести и так далее. То есть в этом отношении тоже можно применять медиацию, и с помощью медиации, как бы, когда разрешаются спорные конфликтные ситуации, то тогда уже стороны всегда остаются в дружеских отношениях между собой. Но в целом вообще медиация сейчас развита, или все-таки еще не все знают, что можно вот пользоваться таким инструментом? Большинство у нас граждан доверяют, ну, как бы, не то, что доверяют, обращаются в основном в судебную систему, но сейчас сама судебная система таким образом выстроена. Медиацию, тоже. То, что изначально необходимо пройти досудебный порядок, это через медиацию, либо омбудсмен. Если, например, это совершено ДТП, есть страховой омбудсмен такой. То есть через него также необходимо досудебный порядок пройти. И сами судьи выступают в качестве медиаторов. То есть, когда обращаются граждане наши в судебную инстанцию, то судья в первую очередь пытается, как бы, предлагает решить спорную ситуацию мирным путем. Это очень хорошо и правильно. Потому что, во-первых, медиация бережет и деньги, и время, и отношения сохраняет. Конечно, самое главное отношение. В жизни это самое главное отношение между людьми. Ну вот, на самом деле, действительно, конфликты бывают разные, да, и семейные, и жилищные, и очень много других. Но вот часто ли предприниматели обращаются для совершения медиации вот между собой, возможно, а может быть, с какими-то банковскими или кредитными сообществами? Мы к этому призываем. То есть, тем более, у нас по сравнению, ну, как бы, с другими странами, у нас население страны очень, ну, небольшое. Да. Соответственно, не исключено то, что с этим же человеком, который живет в другом городе, бывает, ну, как бы, конфликтная спорная ситуация. Завтра он обратно встретится, и необходимо будет у него там закупать тот же самый товар, либо пользоваться услугами. И, соответственно, как бы, любой конфликтной ситуации лучше закончить мирным путем. Почему? Потому что он завтра к нему же может обратиться, да? То есть, соответственно, как бы... Сохранять отношения очень важно. Очень важно. Буквально через несколько минут мы будем подводить итоги сегодняшнего эфира. Не переключайтесь. Говорили сегодня мы о деятельности областного филиала Демократической партии Казахстана «Акжол». В гостях у нас был председатель филиала Ермек Толиулы Абильдин. И вот, наверное, в завершении эфира хочется пожелать вам отличной деятельности, пусть в ваших направлениях все будет хорошо, и действительно государство слышит, все инициативы поддерживаются. Но от вас хочется пожелания нашим жителям, нашим слушателям. Вот, может быть, кто-то сейчас слушает, и кто-то хочет участвовать, например, активно в общественной жизни, может, что-то хочет менять, но не знает, куда идти и что делать. Да, я хотел бы призвать наших граждан активно участвовать в жизнедеятельности своего там села, района, города, республики. Почему? Потому что от нашей активности зависит в целом развитие нашей страны. Например, на местном уровне можно вступить в состав местного самоуправления. Есть ассоциации разные, там, ассоциации, как бы, активистов, да, которые непосредственно работают на местном уровне с акиматом, с акимами и так далее. Есть общественные советы города, района, области и так далее. То есть также почему не избираться маслихаты? Это не, ну, как бы, если быть кандидатом, то вы увидите, с какими вопросами необходимо там, ну, то есть обращаются жители, с какими проблемами сталкивается там население и так далее в этом отношении. То есть, но при этом призываю, как бы, конечно, также комментировать в социальных сетях там деятельность вообще в целом государственных органов, в целом и депутатов и так далее. Но при этом, если критика есть, она должна быть конструктивная критика с аргументами и пожеланиями, чтобы, и если вы обладаете аналитическими мыслями, то пути решения подсказывать в этом отношении. То есть это приветствуется на самом деле. То есть всех наших граждан призываю к активности, и этой активности ни государственные служащие, ни депутаты не должны бояться в этом отношении.
отношения, а наоборот, как бы быть открытыми, да? открытыми и конструктивно работать с населением. Кстати говоря, сейчас, по-моему, и любой житель может участвовать в законотворческом проекте, когда вы вносите на обсуждение законопроекты, правильно же? Они открыты к обсуждению. Не только законотворчество имеет право участвовать, но и формирование бюджета. Есть программа такая, бюджет народного участия, то есть где, согласно которого они могут инициировать вопрос даже благоустройства своего двора, там, установку там, детских площадок и так далее. То есть касательно НПА, да, есть открытая НПА платформа, где они могут комментировать те или иные нормы законодательства, аргументировать свои позиции, высказывать, ну, писать в этом, на этой платформе. И, соответственно, как вот глава государства подчеркнул, у нас реализуется принцип слышащего государства, и в рамках этого уполномоченные государственные органы учитывают те или иные мнения, рекомендации, которые отражаются в этом, на этой платформе. Сейчас мне еще нравится платформа ЕУТНШ. Там все обращения, которые поступают туда, обязательны к исполнению и обязательны к ответу. И там должен быть аргументированный ответ, почему невозможно там что-то сейчас провести, либо куда вам необходимо обратиться для более быстрого решения. И еще всегда через ЕУТНШ, кстати, если вы обращаетесь, сразу направляется в тот орган, который необходимо. А так часто бывает, что люди не знают, куда обратиться, и стучатся не в те двери. Есть такое, да. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Ну а вы не переключайтесь, оставайтесь с нами ровно в 13:00. Мы вернемся с порцией автомобильных новостей.